Толпы людей в очередях в поддержку антивоенного кандидата. Люди по всей России и за рубежом хотят сделать хоть что-то, чтобы выразить свою позицию против войны и Путина. Что за фрукт этот Борис Надеждин и как к нему относиться в контексте выборов президента? Сейчас я вам обо всем расскажу. Надеждин сегодня депутат городского округа Долгопрудный Московской области. В политике он с 90-х. Был депутатом Госдумы и работал в администрации президента. Надеждин известен своим частым появлением в телеток-шоу в качестве либерала для битья. В общем, товарищ системный. Многие лидеры мнений считают, что выдвижение Надеждина стало возможным благодаря тайным договоренностям с Кремлем. Путину выгоден слабый оппозиционный кандидат, чтобы убедительнее выглядеть на его фоне, как это было с Ксенией Собчак на прошлых выборах. К тому же, сейчас Надеждина выдвинула та же партия «Гражданская инициатива», от которой шла Собчак. Но при этом у Надеждина есть и несомненные преимущества. В своей предвыборной программе он обещает остановить войну, начать переговоры, освободить политзаключенных и восстановить дипломатические отношения со всем миром. Нормальные, хорошие и правильные вещи, очень ценные в современной России. Сейчас это единственный кандидат, кто четко артикулирует свою позицию против войны. И хоть это еще один повод подметить, что его единственного не привлекают за антивоенные лозунги, все же такое сегодня очень дорого стоит. Для нас, жителей Чувашии, отдельно важны пункты программы Надеждина, в которых он говорит о необходимости реального федерализма в стране. Кандидат предлагает вернуть свободные прямые выборы руководителей регионов и мэров, а также отменить муниципальный фильтр, с помощью которого власть сегодня легко отсеивает неугодных кандидатов. Надеждин считает, что нужно вернуть на места полномочия и финансы и сократить контроль федерального правительства. Здорово и здраво поддерживаем. Конечно, еще до Надеждина вокруг себя людей объединила Екатерина Дунцова, простая журналистка и бывшая депутатка Ржевской думы. Вдруг решила выдвинуться на выборы и стала делать заявление против войны. Ее, к слову, за это, в отличие от Надеждина, даже вызвали в прокуратуру. Екатерину стали приглашать крупные оппозиционные СМИ, а видео с ней стали набирать сотни тысяч и миллионы просмотров. Дунцова небольшой интерес к ней напрягли власть, и они решили не рисковать, даже не дав ей возможность начать сбор подписей. Да, конечно, нам всем хотелось бы поддержать человека вроде нее, с незапятнанной репутацией и незамеченного за связями с властью. Но реальность в России сегодня такова, что нужно использовать любой шанс. Именно это и сделали россияне, вставшие в длинные очереди по всей России, чтобы поставить свою подпись за Бориса Надеждина. Если Надеждин будет зарегистрирован, то как кандидат получит огромное количество эфирного времени на федеральных и региональных телеканалах. Это возможность сказать хоть немного правды, которой так не хватает. Во-вторых, это, вероятно, будет один из немногих шансов провести независимое наблюдение на выборах. И даже если, а вероятнее всего, после такой-то всенародной поддержки Борис Надеждина не зарегистрирует, то все равно это гражданское объединение может во что-то вылиться. Я даже сам пошел оставить подпись за Надеждина, хотя мой кандидат совсем другой человек. Даже этот канал был создан 7 лет назад перед президентскими выборами, на которых Навального не зарегистрировали. И все равно я пошел в штаб сбора подписей поддержать эту кампанию. А в нашей сердитой Чувашии мы ежедневно звали людей ставить подписи и поддержать это народное движение. В штабе Надеждина, кстати, подпись мою не приняли, потому что Минюст обозвал меня инагентом. Ну да ладно, Чувашия без того была в один момент третья по темпам сбора в России, сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Кто мог подумать, что Путин так задолбает жителей республики, что они готовы будут ставить подпись даже за либерала из 90-х. И, строго говоря, сейчас вообще плевать, кто такой Борис Надеждин и чем он занимался раньше. Он воспринимается нами всеми как антивоенный кандидат. И это самое главное. Мы увидели огромные очереди людей, стоящих на морозе и готовых оставить свои паспортные данные, чтобы в марте у россиян появилась возможность увидеть новую фамилию в бюллетене. И это невероятно круто. В среду Борис Надеждин сдал подписи в ЦИК. Проверять их будут до 10 февраля. Пропагандистам уже спустили методички. Соловьев, например, выступил с заявлением о том, кто же все-таки собрал подписи кандидату. Но сам факт, что на территории нашей страны под видом сбора подписей активируются сетки Навальнят, Ходорковского и украинских спецслужб, и это курирует, как я понимаю, гражданин Израиля, Кац. Хорошенький кандидат. То есть это кандидат от кого? От украинских нацистов? Борь, как тебе не стыдно?
А Генпрокуратура уже попросила признать Надеждина иностранным агентом. Но важный результат кампании, который есть уже сейчас. Теперь мы знаем, как выглядит настоящий сбор 100 тысяч подписей. Все эти дни, пока другие кандидаты имитировали сбор, к штабу Надеждина выстраивались настоящие очереди из живых людей. На этом фоне 3 миллиона якобы собранных за Путина спящими студентами в пустующих кабинках выглядит просто нелепо. И кто знает, может быть, именно благодаря этим очередям люди поверят в себя, поверят, что не все пропало, увидят прямо сейчас, что не все вокруг поддерживают войну, как может показаться, что не все вокруг поддерживают Путина. Вот что самое главное во всем происходящем. И те, кто стояли в очереди, возможно, в первый раз участвовали в протестной активности, в первый раз преодолели страх и сомнения. Когда я увидел эти толпы за Надеждина, я подумал, а ведь правда, сколько же у нас хороших и смелых людей. Для меня это тоже был большой урок. Спасибо всем, кто в этом участвовал. Именно для вас я и снимаю свои ролики, получаю все новые штрафы и дела. Но смотришь на людей и думаешь, конечно, это того стоит. Если Надеждина зарегистрирует, наша чувашская команда максимально его поддержит. А если штаб не сможет добиться регистрации, будем думать, что можно сделать и что в такой ситуации без антивоенного кандидата в бюллетене можно поставить против Путина. Включайтесь в выборы, делитесь роликами о Надеждине и с помощью них рассказывайте о войне своим близким. Или просто делитесь ими в соцсетях, например, этим видео. Если вы считаете по-другому, давайте обсудим в комментариях к этому видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы думаете, что даже сосед по даче лучше, чем Владимир Путин. Я, например, в этом уверен.